Здравствуйте всем! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания для вас. Дорогие зрители, гости канала, не забывайте подписываться, нажимайте на колокольчик и получайте уведомления о новых видео. Огромное спасибо заранее за ваши лайки, за ваши хорошие добрые комментарии. Земной вам поклон. Тема сегодняшнего гадания звучит так. Какой шокирующий поворот готовит вам сама судьба? Пожалуйста, если тема интересна, посмотрите на песочек, подумайте о своей жизни, о своих планах, мечтах, надеждах, мысленно, либо вслух задайте такой вопрос. Какой шокирующий поворот готовит для меня сама судьба? Когда, где, в чем? Надеюсь, вы настроились. Я убираю Назар. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, самую нужную и самую полезную информацию. Давайте посмотрим, какой поворот готовит вам сама судьба. Так. Знаете, я бы так сказала, что это поворот вот в целом, да, в новую, прекрасную, счастливую жизнь. Вот так вот такой поворот вам готовят. Здесь просто, даже не поворот, это разворот, понимаете, разворот в правильном направлении, это не поворот. Да, мои дорогие, натерпелись, настрадались, теперь вперед к новой, счастливой, прекрасной жизни. Смотрите. Вот я скажу то, что я вижу из вашего настоящего-прошлого. Я вижу человека, который был вот просто, я не знаю, тут растерзан, измучен. Вы в роли жертвы. В роли жертвы вы в ней выступали практически всю свою сознательную жизнь. Здесь и вас все время козлили, извините за слово, и вы тоже себя так чувствовали и готовы были всегда жертвовать собой ради всех, да, всех, кому требовалось и кому даже и не требовалось, да, просит, не просит, а я вот жертвую. Это вот такая моя миссия, да, мое предназначение. Здесь очень тяжелый путь, путь разочарований, путь каких-то болезненных ситуаций, когда, я честно скажу, вас обижали, вот реально вас обижали. Обижали вас как и люди, так и обстоятельства. То есть всегда был какой-то момент недолюбленности, недопонятости и не было признания, не было хотя бы не то чтобы даже признания, взаимности, да, той, на которую вы рассчитывали. Причем это не только касается любви, это касается вообще всех сфер вашей жизни. По здоровью здесь здоровье слабенькое, сразу скажу, слабенькое здоровье. У кого-то проблемы с кровеносной системой, тут налицо, тут вышло сердце у нас. Сердце у нас это и само по себе сердце, и кровеносная система. То есть какой-то вот у вас есть момент слабости именно в этом деле. Плюс как-то кровь у вас неправильно, что ли, циркулирует, либо, какой-то вот момент можете и подмерзать, и онемения могут быть, и варикозы могут быть, что угодно. Понимаете, здесь именно вот в этом проблема. Так, кровь. Смотрите, кровь у вас очень густая идет кровь. Это все происходит от того, что у вас нехватка энергетики, у вас как-то вот несколько чакр очень сильно заблокированы, и вы на остальные свои, да, вот каких-то вот абьюзеров посадили, пиявок, которые из вас питаются. То есть постоянно идет потеря энергетики. И мало того, у кого-то были потери очень жесткие по жизни. Могут быть близкие люди, могут быть даже дети. Вот извините, но вот такое тоже идет, да, вот какие-то потери очень жестокие. Может быть, кто-то даже обдавел, да, вот как-то вот такой момент происходил. Знаете, вот здесь очень сильное какое-то энергетическое ярмо на вас висит. Висит, кстати, до сих пор. Очень жестко висит. Вы впряглись просто в какую-то чужую жизнь, да, вот кто-то вас... я не буду на общем гадании говорить, да, что вас испортили, хотя может быть такой момент тут... Нужно вообще смотреть очень детально, потому что четкого прямого указания нету, но есть лицо, которое могло очень сильно на вас повлиять и в магическом плане, и в манипулятивном плане.
То есть кто-то вас просто травмировал, говорил вам, что там ты там никто, звать тебя никак, и унижал и оскорблял, да. А может быть, человек просто вам поставил кратник, да, и скачал с вас все, что можно было скачать, и теперь живет, наслаждается, а вы мучаетесь, пропадаете. Такой момент тоже мог быть. Знаете, но я так скажу, большинство, конечно, всего, что негативное с вами случилось по жизни, в вашем прошлом и в сегодняшнем дне, это все вы. Вы со своей какой-то, я не знаю, ангельской добротой, невероятным терпением, всепрощающая, милосердная, дающая, но никогда не берущая. Вот какой-то такой момент идет. Знаете, жизнь сама по себе неправильная у вас, как будто бы вы вверх ногами висите и по-другому все видите. То есть вместо того, чтобы идти по жизни, да, и набивать карманы, как должно быть, да, человек набивает карманы и ресурсами, и знаниями, и навыками, то вы наоборот идете, вот прям себя, все там последнее, до последних трусиков все снимаете, раздаете. Вот этот момент. Опять же таки, да, почему так происходит? Это может быть действительно вас попортили, а может быть и карма у вас тяжелая, да, такие вещи нужно отдельно просматривать. Но тем не менее, я вижу, что у вас высшие силы уже просто, выплакали по вам все свои глаза, да? И вас будут спасать, будут выводить из этого состояния. Видите, как у вас дороги меняются. Дорога вот сегодняшнего дня, когда у вас вот сердце, да, ваше болезненное, плюс еще неудачи, которые вас преследуют, да, и такой, пустота. Пустота, вы вот как одиночка по жизни идете. И вот она, новая дорога, счастливая дорога, дорога наполненная. Здесь идет наполненность, и здесь у вас вы в центре. Плюс у вас есть человек рядом с вами, но вы идете как старший человек, а этот человек как младший. Но это не значит по возрасту, это вот как по энергетическому, да, что вы более главное в плане вот семьи, отношений, сердца, да, сердце и душа. А человек, который с вами рядом, он уже как второстепенную роль, скажем, играет, как бы партнер, да, но немножечко рангом пониже. Вот такой идет. Это в энергетическом плане. В жизни, конечно же, это может быть все совершенно по-другому выглядит, но тем не менее. Вы объединяете под своим подолом, скажем так, да, людей. Это ваша семья, это ваш дом, это ваш новый путь, это ваше новое, не знаю, может даже жилище новое. Здесь у вас, вот если у вас есть дети, то какой-то, не знаю, новый подход, что ли, новый виток в отношениях начнется. Например, у вас есть детки, но вы с ними, скажем так, потеряли контакт, и как будто бы разговариваете на разных языках, да, такое часто бывает. Здесь я вижу, что связь наладится, я вижу, что здесь будет восстановление родственных связей, восстановление дружеских связей. И ваш рост, видите, вы выше, чем все, чем все, энергетически, эмоционально. Перед вами будут два пути, две новых возможности. Знаете, одна другой краше, вот как хотите. Вам будет дано за все ваши страдания, за все ваши переживания, за все ваши лишения, понимаете? Не думайте, что вы так и сгинете, да, в пучине вот этих всех неприятностей. Нет, все будет по-другому. Высшие силы просто вот так, знаете, как возьмут и перевернут вашу жизнь, да, с ног на голову. Наконец-таки увидите вы и солнце, и радугу, и счастье. Это все в вашу жизнь придет. Здесь очень важно понимать, что хочешь, не хочешь, а придется меняться. Здесь ангел, который уже трубит во все трубы о том, что ваша жизнь меняется, о том, что новое идет в вашу жизнь, новые счастливые перемены, ваши мечты. Здесь русалка, у которой, понимаете, у нее в руках есть огонек. Ваши мечты начнут исполняться, желания начнут ваши реализовываться. Будьте, кстати, в этом плане крайне аккуратны, потому что можете там себе намечтать, а потом и будете прятаться от своей мечты. Да? Люди новые идут в вашу жизнь. Новые люди, несколько человек здесь и для любви, и для отношений, и для работы. Вот прям, знаете, вот набор идет. Вот как хотите, да, как будто бы чудо какое-то происходит. И день, когда этот наступит, это будет 11 число, возможно, следующего месяца, возможно, 11 месяц. Вот такой момент происходит. 11 идет. 11 числа, либо в 11 месяце. Жизнь ваша поменяется. Причем это произойдет так. Вы с ночи ляжете спать, вам приснится какой-то сон, причем сон, который
либо будет очень тяжелый такой, знаете, какой-то сон, где вы там кого-то победите, от чего-то убежите, какой-то момент борьбы во сне будет. Либо сон, который наоборот, ну, будет момент встречи с чем-то прекрасным, да, когда вы поймете, что все, вот он, момент перелома. И знаете, вы проснетесь и уже другими глазами посмотрите на жизнь. Ваша душа в этот день, в эту ночь отправится в странствие, отправится туда, где ее уже давно зовут, где ее поджидали и где ей будет вручена просто грамота охранная и ключи от новой жизни. Это и будет день, который все поменяет. У вас уже срок пришел, понимаете, вам уже пора. Это гадание, оно, конечно же, общее, но тем не менее, не случайно вы попали на мой канал, не случайно вы попали именно на это гадание, и не случайно вы его посмотрели. Ничего не бойтесь, знайте, что все будет у вас хорошо. Знайте, что эти все перемены, они уже написаны, они уже прописаны до малейшей детали, и они все произойдут. Бояться не стоит. Нужно лишь только принимать. Не нужно там стесняться, не нужно скромничать, а нужно принимать жизнь такой, как она есть, и ни от чего не отказываться. И уж тем более запомните, что вам ни в коем случае нельзя передаривать свои какие-то хорошие, счастливые моменты. Здесь у вас новое начало. Здесь у вас новый путь, и у вас, смотрите, у вас вот этот крест, который вы очень долго несли, он наконец-таки вас обозначит не как жертву, а как высокого важного человека. Понимаете, вот такой момент произойдет. У вас придет дар, к вам придет дар, к вам придут возможности от высших сил и от духов вашего рода. Здесь два начала, две дороги, два пути. Одна дорога будет связана с вашей реализацией, с вашей, не знаю, вы найдете себя, наконец-таки найдете себя через творчество, через свои таланты, через свою работу, через свои увлечения. Вы найдете себя. И второй момент — это ваша семейность, ваши семейные отношения. Наконец-таки, вот какими бы ни были отношения сейчас, вы придете к тому, что у вас должно было быть изначально. Хорошая, большая, дружная, веселая семья, где вы душа и сердце, ну и все вокруг вас, понимаете? Счастье, жизнь ваша будет долгой, улыбчивой, счастливой. По здоровью. По здоровью у вас, ну тут лекарь идет, лекарь, который вас я не буду говорить, что это один человек, который вас вылечит, но это один человек, который, разговор с которым человеком, с этим человеком все поменяет в вашей жизни. То есть он вас настолько сильно смотивирует, он настолько сильно вам, ну не знаю, какие-то слова скажет, да, может быть, запугает даже, но вам что-то этот человек скажет такое, что полностью поменяет вашу жизнь, ваши отношения к здоровью и вообще, в принципе, да, к тому, как нужно относиться к себе. Я вижу, что вы переживаете, будете переживать и прислушайтесь к этому человеку, и у вас прям все пойдет как надо. Вы наконец-таки начнете заботиться о себе. Высшие силы это увидят и, конечно же, со своей стороны вам помогут. Я не буду говорить, что вы излечитесь от всех своих проблем, но я могу так сказать, что вы себя будете чувствовать прекрасно. Вы будете контролировать все процессы, которые происходят в вашем организме, и будете четко понимать, где мне нужно, например, там таблеточку принять, да, а где я должна там правильное питание, да, поправить ситуацию. То есть вы полностью будете контролировать свою жизнь. Вот этот момент прекрасный. Так, еще раз повторюсь, да, здесь 11, либо это будет 11 числа следующего месяца, либо в 11 месяце произойдет. Вот такой момент, мои дорогие. Так, гадание мое на этом закончено. Спасибо всем за внимание. Всем пока-пока.